Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важные события в жизни. К чему все идет? Загадайте, пожалуйста, на себя, на важные события в вашей жизни. Ну и, конечно же, на свое будущее. Давайте посмотрим, что вас ждет, что важное с вами будет, к чему все идет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, цыпочка готова. Отсыпка у нас вообще, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужое не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, в самом корне рисунка два человека склонили спины над тем, чтобы большую рыбу поймать. Да, рыба настолько большая, что в одиночестве ее поймать крайне сложно, затруднительно. Не удержать просто. Да? Здесь люди вдвоем большую рыбу ловят. У одних отыграется, что вы и ваш партнер сейчас чем-то таким займетесь, да, вот судьба вас подведет, высшие силы подведут, где вы, во-первых, много заработаете, во-вторых, вы укрепите свое материальное положение, ну и в-третьих, хватит и вам, и вашим детям, и вашим внукам, и вашим правнукам какой-то семейный бизнес, семейное дело, возможно, даже какие-то выгодные вложения даже в таком ключе. Как будто бы крупную рыбу поймаете, да, но опять же эту рыбу можно поймать только вдвоем. По одному не справиться. И еще, мои хорошие, здесь, как и обещание идет, если вы сейчас одна либо один, когда вы будете в паре, вот возможность очень крупную рыбу ловить вам предоставится. Но она предоставится не конкретно вам, не конкретно вашему партнеру, а именно на двоих. Одна возможность на двоих. Понимаете? То есть вам нужно что-то вместе делать, над чем-то вместе работать. И поверьте, это вас сделает богатыми людьми, да, поможет вам разбогатеть в таком ключе. Дальше, мои хорошие. Показываю человека, который решается сделать шаг. Шаг как будто бы в пустоту, в пропасть. На самом деле звучит страшно, но этот шаг — это очень стойкое решение, которое дастся вам с трудом, либо дается вам с трудом. Вот этот шаг — это как точка невозврата. Это как будто бы шаг в новую жизнь. Опять же, вы у меня все разные. У кого-то возможность переехать, допустим, в другой город, либо в другую страну. Вы делаете этот шаг, да, точка невозврата пройдена, и вы живете новой жизнью. У других отыграется шаг вступить в брак, в конце концов. У кого-то шаг, например, уволиться с работы по найму, да, и уйти в сферу собственного развития, собственный бизнес иметь. Понятно, что вы все по-своему это все будете воспринимать, и у каждого по-своему отыграется. Но вот он, этот шаг. Голова кружится, вы глаза зажмурили, потому что страшно. Это страшно сделать шаг в пустоту. Но шаг вы это делаете. И это будет самый правильный шаг в вашей жизни. И, грубо говоря, сами себя к новой жизни подводите, делая этот шаг. Мои хорошие, конечно, натерпитесь вы. Тут будут долгие размышления, тут будет много переживаний. Здесь советчики у вас будут. Кто-то будет говорить: давай делай, кто-то будет говорить: не дури, не делай.
Но решение все-таки вы примете сами. И судя по этой картинке, вот так прям показали ногу, да, вы шаг делаете. Делаете с удивлением, понимаете, что вы не ошиблись, что шаг абсолютно правильный, что именно сейчас вы начинаете жить настоящей полноценной жизнью. Ну, такое хорошее, да. Главное решиться и главное долго не медлить. Дальше, с левой стороны. С левой стороны вы кого-то заставите ваше вам вернуть. Тут либо человек постоянно у вас что-то берет, либо человек уже знатно нажился на вас. Возможно, даже речь идет о каком-то, может, наследстве, либо о том, что конкретно принадлежало вам, но человек нагло это все брал, выбирал, пользовался, даже вас не спрашивал. Очень похоже на, не суд, хотя да, может быть и суд. Здесь закон вам помогает, либо знание закона, либо обращение в органы власти закона. Вот это вам помогает. Сложная эта ситуация, сложная, но тем не менее все решаемо. И если вы этим займетесь, то вы свое себе назад получите. Мало того, вы еще и какую-то компенсацию можете стянуть. Помимо сумки вы еще и маленькую звезду берете. То есть верну себе свое и еще компенсацию получу, да, в таком ключе. Да, судиться, конечно, тяжело, хлопотно, затратно, но тем не менее здесь уже просто терпеть нельзя. Ну, либо будет такая ситуация, что невозможно будет терпеть, и вы начнете свое себе требовать и будете правы. Ну, потому что по закону вы абсолютно правы. А то, что вам такие бесстыжие люди попались, либо человек, не повезло, да, не повезло. И нужно своими руками эту справедливость, законность восстанавливать. Дальше, мои хорошие, показывают вас в окружении каких-то новых людей. Новые люди, новые лица, новые знакомые, получается, да. Может быть, это новый коллектив, может быть, действительно новые знакомства. Но люди, кстати, очень отличные от вас, по внешности отличные, и также по характеру, по настрою отличные. Вот, как будто бы вы с этими людьми должны общаться, может быть, сотрудничать, взаимодействовать в конце концов. Сначала вам будет нелегко, но потом вы как-то приспособитесь. И вижу, что вы от этих новых людей очень много всего ценного, полезного переймете. То есть вы у них научитесь тому, чего раньше не знали. Это может касаться профессиональных навыков, это может быть касаться навыков общения, да, построения отношений, диалога. Многое подчеркнете, это вам здорово поможет в жизни. Сначала вы этих новых людей недолюбливаете, либо не воспринимаете, а потом вы им благодарны. Будете благодарны за то, что вы у них так многому научились. И еще, мои хорошие, важное событие. Очень похоже на какого-то мужчину, которого вы знаете. И похоже, что этот мужчина, он идет к вам с каким-то предложением. Но если вы женщина, смотрите мою отсыпку, скорее всего, будет предложение вернуться в прошлое, восстановить отношения, снова быть вместе. И если вы мужчина, то, скорее всего, какое-то рабочее предложение, либо дружеское, да, вот так мне идет. Мужчина из прошлого хорошо вам знаком, но есть один нюанс. За то время, пока вы не виделись, этот человек очень здорово изменился, прям очень изменился. Я бы даже сказала, в какой-то степени кардинально изменился. Вот. Не судите этого человека, нет, не воспринимайте этого человека по его прежним поступкам. Да? Это уже совершенно другой человек, совершенно другой. И я вижу, что мужчина дело будет говорить. То есть он действительно заинтересован в вас, он действительно будет предлагать то, чего сам хочет, либо предлагать то, что сам может исполнить, да, мечтает исполнить. В принципе, судить его за прошлое, либо по прошлым поступкам, это некорректно и это в корне неправильно. Да, вы можете вспомнить, что он в прошлом был
бездельник, обалдуй, либо хулиган, сказать: да, не буду я с тобой дело иметь, и можете потом пожалеть. Вот, вы как минимум присмотритесь к этому мужчине, пообщайтесь поплотнее и уже делайте тогда выводы. Отказать вы всегда успеете, ну а если откажете, уже назад этого мужчину не вернете. Так не идет. Да, и пусть обиды прошлого не станут камнями преткновения на вашей дороге будущего. Вот это тоже очень важно. И прошлое, не должно стоять между вами ни в коем случае. Нельзя этого допустить. Дальше, мои хорошие, показывают вас под зонтом. Зонт хоть и небольшой, но вполне себе защищает и от дождя, и от снега, и от проблем, и от каких-то невзгод, и от прочей неприятной суеты. Зонтик – это знак защиты. Обрести зонт, попасть под защиту, либо быть защищенным. Опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но зонт действительно вещь крутая, придает вам уверенность в себе, помогает вам по жизни идти и добиваться всего того, чего вы хотели. У кого-то отыграется покровительство, да, человек вам будет покровительствовать, кто-то властный, властимущий, сильный, авторитетный, а у кого-то отыграется действительно как какая-то даже неприкосновенность, да, почувствовать, что вы человек неприкосновенный. Может быть, даже какая-то защита, либо оберег, да, в таком ключе запросто может отыграться. Но это очень на вас повлияет. Это, опять же, укрепит веру в себя, в будущее, в достижение целей. У вас даже голос поменяется. Более уверенно будете говорить. Зонтик – это вещь нужная. Пусть и небольшой, но вам точно не лишним будет. Либо вам очень здорово поможет. Еще животное показывает. Взять в дом животное, завести животное. У кого-то, кстати, будет уже как не первое животное. Возможно, у вас уже дома есть животное, вы еще одно возьмете. Сначала как-то сомнительно это все выглядит, но мне показано, что это животное как будто бы само вас выбирает. Да, чтобы вы были его мамой либо папой. Животное, которое невероятно умное, талантливая, и у вас с этим животным прям какая-то связь будет, сильнейшая связь. Это как ваш хранитель личный получается, да? Хранитель — это животное. Сначала как-то скептически относитесь к этой мысли, а потом, когда увидите, когда в руках подержите, поймете, что это ваше. И это очень правильное решение, особенно если у вас есть детки. Вот прям вообще идеально. Идеальное, хорошее животное, воспитанное, приличное, и вас с полуслова понимает. Это какое слово? Со взгляда, да, с одного взгляда понимает. Прям какой-то особый контакт сформируется. Отрада, ваша отрада идет. И еще, мои хорошие, показано, что вы благодаря человеку рядом снимаете себя, как наручники какие-то. Обычно так долги, кредиты показывают. Кто-то рядом с вами помогает вам избавиться от наручников. Я так понимаю, что человек внесет свою лепту, как говорится, да, возможно, денег вам даст, либо заработает для вас, для того, чтобы вы закрыли свои, например, долговые обязательства. Знаете, как показано, вы этому человеку безмерно благодарны. Но потому что эти наручники сковывали вас, вы очень плохо себя чувствовали. И это прям давило на вас, поскольку вы человек такой впечатлительный и очень ответственный. Для вас наличие какого-то долга либо кредита — это прям как адские муки. Вижу, что вам помогают от этого всего избавиться. Это очень хорошее событие, и вижу, что вы будете безумно благодарны и всячески будете стараться, как выразить свою благодарность, так не идет. Да, избавитесь от долгов, избавитесь от кредитов. Дальше, мои хорошие, какая-то покупка у вас. Покупка. Но опять же, покупка может быть и не чисто ваша, но вы там участвуете. Допустим, семья может покупать ваша, может быть, ваш партнер, да,
оплачивает эту покупку, но вы выбираете, вы просматриваете варианты, вы тоже как участник этого договора идете. Либо покупка будет на двоих оформлена, либо на семью оформлена. Покупка очень важная, дорогостоящая, и эта покупка, она как будто бы исполняет вашу мечту. Допустим, вы мечтали об автомобиле, либо вы мечтали о собственном жилье. Вот эту покупку показали. Немножко попозже она у вас идет, но тем не менее идет, точно идет. То есть мечта, вот что-то такое ценное, дорогое приобрести, она у вас точно сбудется. Вот здесь как бы даже сами небеса вас на это благословляют. Говорят, давай, иди, покупай. Хорошая покупка. Хорошее купите, неплохое. Но жалеть точно не будете. И счастливы очень будете, что мечта исполнилась. И еще узнаете о мужчине и женщине, что у них все очень плохо, либо что они очень сильно болеют, либо что они пережили какие-то адские катаклизмы в своей жизни, и после этого у них все там разладилось, скажем так, мягко разладилось. Эти мужчина и женщина в свое время сделали вам плохо, либо сделали вам больно, либо вас обманули, либо вас предали. Кем они вам приходятся, я не могу четко сказать, потому что вы все разные. Но вы из-за этих мужчин и женщин пережили очень сильные душевные страдания. Сердечные, душевные, невыносимые страдания пережили. Вот. И вы узнаете, что у них все плохо. Что у них очень все плохо. Адски все плохо. Вам как-то поспокойнее станет. Спокойнее, скорее всего, потому что почувствуете, что люди пережили буквально то, что пережили вы. Либо, наконец-таки, люди получили свой бумеранг, да. А то они такие счастливые ходили, довольные, может, смеялись над вами. А теперь вы можете над ними посмеяться. Но вижу, что не будете. Вы не так воспитаны. И, в принципе, да, это неэтично. Вот, не станете вы смеяться, просто будете удовлетворены тем, что с ними произошло, тем, что с ними случилось. Но их двое, это мужчина и женщина. И еще узнаете, что они постоянно с друг другом ругаются, как будто бы друг друга обвиняют во всех бедах и неприятностях. Знаете, то они там прям ладушки были, а теперь они враги. Так мне идет. И еще важное событие. Щедрость показана по отношению к вам. Кто-то проявит щедрость, либо как-то очень щедро с вами поступит. Не могу сказать кто, но щедрость здесь прям через край идет. С вами еще в жизни никто не был таким щедрым. Либо никто щедро так вас не одаривал, щедро не помогал. Щедрые поступки идут. Либо какой-то один, прям очень конкретный щедрый поступок. Какой-то новый опыт даже в жизни вы получите, да, новые впечатления, новые эмоции. Да, щедрость. Но здесь очень похоже, что как перст высших сил, рука высших сил направляет на вас этот поток щедрости. Вот как заработали, заслужили, да, своим добрым сердцем, своими добрыми делами. И еще, мои хорошие, увидеть то, что от вас прячут. Увидеть, рассмотреть. Я так понимаю, что речь идет о человеке, который, возможно, выдает себя не за того, кем является на самом деле. Либо какие-то игры с вами играет. В общем, что-то неприятненькое. Вы не только увидите, но вы все узнаете, всю эту подноготню узнаете. Очень похоже, что вас кто-то предупредит, либо вам кто-то об этом прям расскажет в подробностях. И вижу я, что вы с этим человеком очень быстро разорвете отношения. Вот вижу, что вы от этого человека будете бежать без оглядки, да, очень так резко, быстро разорвете отношения, чего бы это ни касалось. Личные отношения, либо деловые отношения, да, прям развернетесь и пятками засверкаете. Да, человек окажется негодным, червивым, гнилым, неприятным. Показана радуга. Причем радуга над пирамидой. Вообще это верный знак успеха. Пирамида и радуга в таком сочетании. Еще и в центре у вас вышло. Добиться успеха в своем деле. Добиться популярности в своих начинаниях, в своем таланте. У каждого будет по-своему.
Ну, забраться на пирамиду, это забраться на Олимп. Ну, а радуга, ну, так что прям все узнали, весь спектр эмоций. Да, это все вы познаете, это все вам по судьбе. В венце у меня 2 человека. Птица счастья рядом. И кто-то плохой перевернулся, вверх ногами висит. Очень похоже, что вам просто обещано личное счастье. И если вдруг кто-то захочет вмешаться, либо помешать, то высшие силы этого не позволят, потому что этот человек, он перевернутый. В перевернутом положении человек бессильный, он ничего не может сделать, абсолютно ничего. Но опять же, возможно, у вас сейчас есть влюбленность и есть какие-то преграды на пути к вашей любви. Ну, либо вам кажется, что нет личного счастья, да, никого не встречу, ничего не будет. Нет, вот 2 человека друг на друга смотрят, а тот, кто мешает, перевернутый. Птица счастья с правой стороны подлетает. Здесь личное счастье вам обещано свыше, и вам любить и быть любимой, либо любимым. И птица счастья, она не каждому летит, не каждому дается, а именно в ваш союз, в вашу пару точно залетит. И если сейчас кто-то мешает, там соперники, соперницы, неадекватные родственники, либо какие-то злые обстоятельства, поверьте, все у вас будет хорошо. Хорошо, и будете счастливы, будете любимы, и жизнь сложится так, как надо. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.